Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». И сегодня в гостях студии Владимир Нагорный, председатель Комитета Госсобрания Республики Башкортостан, председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» в Республике Башкортостан. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с, наверное, самой актуальной темы завершившегося заседания Госсобрания Республики Башкортостан. Какие обсуждались законопроекты, что удалось принять, а что еще в разработке? Ну, у нас сегодня обсуждалось достаточно много законопроектов. Хочу сказать, что заседание началось с 2 отчетов. Это наша практика, когда Государственное собрание в качестве контроля заслушивает отчеты исполнительных органов или каких-то других. Сегодня перед нами представил информацию сенатор Совета Федерации наш Голов Олег Евгеньевич, который выдвинут от Государственного собрания. Он нам рассказал достаточно кратко о своей работе, которую ведет в пользу Республики Башкортостан, какие вопросы решает, помогает решать. Вот. Ну и перспективы его работы в Совете Федерации. Второй отчет у нас был представлен. Это отчет уполномоченного по правам, по защите прав ребенка. Ольга Панчихина отчиталась за прошедший год. Хочу сказать, что вот второй отчет вызвал живое обсуждение, поскольку тема очень больная, горячая. В целом отчет депутатам понравился, поскольку был подробным. Ольга Юрьевна рассказала о своей работе. Вот, и даже получила одобрение депутатов, поскольку некоторые, кто сталкивался непосредственно с ее работой, говорят, что работа более оперативное реагирование на заявления граждан, детей. В общем-то, то есть, как бы получила одобрение работа уполномоченного по защите прав детей. Вот. Ну и потом мы перешли к нашим текущим вопросам. Для нашего комитета сегодня вынес на рассмотрение вопрос о внесении изменений в закон Республики о Государственном совете в Республике Башкортостан, Конституционном совете Республики Башкортостан. У нас были требования к кандидатам в состав Конституционного совета. Вот, мы добавили, что кроме юристов, имеющие ученые степени, кандидат наук, там, доктор наук, юридических наук, естественно, определенный стаж работы, мы добавили, что в Конституционный совет могут быть введены люди, имеющие почетное звание заслуженный юрист Российской Федерации или заслуженный юрист Республики Башкортостан, поскольку считаем, что почетное звание предполагает, что человек имеет и высокую квалификацию, и большой опыт работы, поэтому тоже достоин работать в Конституционном совете Республики Башкортостан. И второй вопрос, который мы сегодня выносили, это постановление о ходатайстве перед президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным о присвоении городу Белорецку почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Ну, эту тему мы подробно сегодня рассмотрели. Я представил аргументы, которые, считаем, позволяют такое звание присвоить. Вы знаете, что совсем недавно было такое звание присвоено нашему городу Ишимбай. У нас город Уфа имел такое звание с 2020 года, когда было 75-летие Победы. Вот в честь годовщины 80-летия присвоили Ишимбаю, и мы тут же ходатайствуем о Белорецке, поскольку считаем, что это один из тех городов, который в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в дело победы. Ну, представил факты. Город, чтобы получить возможность ходатайствовать, город обратился в Российскую академию наук, представил документы с тем, чтобы подтвердить возможность ходатайства. И там действительно изложены факты, говорящие о том, что труженики города в годы войны внесли огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Ну, например, будем говорить, в городе в тот период работало 3 военных завода, которые, ну, это стали проволочный канатный завод, Белорецкий металлургический завод, Терлянский лесопрокатный завод. В годы войны они выпускали продукцию, необходимую фронту, за что уже даже в годы войны труженики заводов были награждены государственными наградами. Сами трудовые коллективы получали переходящие знамена от Комитета государственной обороны. И даже от председателя комитета Сталина получили 2 грамоты приветственные. То есть вот так был отмечен труд в годы Великой Отечественной войны. Вот мы решение это приняли. Теперь мы обратимся к президенту Российской Федерации. Ну, как будет рассмотрено и в какие сроки, тут уже зависит от президента.
Владимир Александрович, еще один есть вопрос. Если уже касаемо непосредственно партии, партийной деятельности. В Москве прошло заседание Центрального совета под руководством Сергея Миронова. Какие вопросы обсуждались, которые близки нашей республике? Ну, будем говорить так, вчера как раз, да, прошло заседание Президиума Центрального совета. Основной вопрос был посвящен итогам работы партии в прошедшем 2024 году. Хочу сказать, что наше региональное отделение в данный, ну, будем считать, на хорошем счету, поскольку те политические события прошлого года, в которых участвовало наше региональное отделение, ну, наряду, конечно, с другими регионами, дало возможность нам занять ведущее положение среди других региональных отделений. Мы сейчас где-то на 9-й позиции. Безусловно, основной вклад – это наше взаимодействие с населением республики, это прием граждан, это общение на местах. Вот. Второй вопрос, который значение имеет для определения рейтинга, это участие в выборных кампаниях. В прошлом году, вы знаете, была большая крупная выборная кампания по избранию депутатов районных советов, городских округов. Мы значительно улучшили показатели перед предыдущими выборами, поэтому вот такое место мы заняли, то есть 9-е место. Ну и, безусловно, вчера, значит, в процессе заседания президиума были подняты вопросы текущей жизни в России. Прежде всего, Сергей Михайлович Миронов вчера тоже вернулся к вопросу нового закона о местном самоуправлении, который с 2022 года рассматривается в Государственной Думе. И как бы уже должен был выйти на второе чтение даже в декабре, но вновь откладывается. Основная причина – это разногласия регионов, в том числе и мы, против того, чтобы категорически во всех регионах вводить одноуровневую систему местного самоуправления. Сейчас, как вы знаете, у нас двухуровневая система, это, то есть уровень муниципальных районов и городских округов, и также уровень сельских советов, городских поселений, сельских поселений. По большому счету мы считаем, что мы в республике, не только наша партия, а в целом в республике считаем, что для нашей республики эта система в данной ситуации, в данной политической ситуации наиболее соответствует положению вещей, поскольку дают возможность нашим жителям быть ближе к органам власти. Это с одной стороны. Поскольку если в каждом, будем говорить, сельском совете объединяет 2-3 населенных пункта, то есть, по большому счету, орган власти недалеко доступен для всех жителей конкретного сельского совета. Если же устранить этот уровень власти и перенести все только на уровень муниципальных образований, то многие вопросы придется решать, ездить либо в районный центр, либо в город, что, ну, наверное, все-таки затруднительно, поскольку все-таки Республика Башкортостан имеет большую долю населения, проживающего в сельской местности. Это у нас 37-38%. Возможно, для неких регионов России, некоторых, наиболее промышленно развитых, где доля сельского населения небольшая, а население в основном сконцентрировано в городах, эта система и подходит. И действительно, некоторые регионы, даже не дождавшись этого закона, вот, который сейчас рассматривается, уже в качестве эксперимента переходят на одноуровневую. Ну, возможно, им так удобнее. Мы считаем, что сейчас пока для республики эта система, наверное, не нужна. И поэтому, собственно говоря, тут мы все едины, и глава республики на эту тему выступал, и мы в Государственном собрании. Мы считаем, что в настоящее время вводить пока эту систему для нас преждевременно. Ну, и еще были вчера вопросы затронуты на Президиуме Центрального совета. Вопрос касаемо образования. Вчера разговор шел о профессиональном образовании. Наша партия, в общем-то, в Думе настаивает на том, что первое профессиональное образование должно быть для всех бесплатное. Как в колледжах, так и в высших учебных заведениях. Такие законопроекты внесены в Государственную Думу, но, к сожалению, не всегда все сразу быстро рассматривается. Мы надеемся, что к нашим законопроектам прислушиваются. Потому что, безусловно, в условиях дефицита кадров нам нужны квалифицированные кадры. Особенно теперь, как всем стало понятно, нужны технические квалифицированные кадры. И платность, на мой взгляд, в общем-то, она является препятствием для того, чтобы, может быть, ну, будем говорить так, чтобы
могли привлечь к обучению всех, кто хотел бы. Дать возможность всем, кто поступить. Там уж получится, не получится у человека учиться, это второй вопрос, может быть, отчисление какое-то, ну, по крайней мере, дать возможность всем учиться. Потому что порог, то, что у нас есть квоты на бюджетные места, а все остальное платное, ну, кто-то на бюджет не может поступить по баллам, а на платное не хватает денег. В результате человек лишается возможности получить профессиональное образование. Мы против этого считаем, что первое профессиональное образование должно быть бесплатным. Ну, так. Владимир Александрович, вот вы сейчас подняли вопрос, один из самых актуальных остров, это именно кадровый вопрос, который сейчас встречается, ну, практически повсеместно. Да. Какие еще пути решения вы видите, как вы думаете, что здесь еще можно предпринять? Ну, надо, во-первых, сказать о том, что сейчас школьники, заканчивающие обучение, в общем-то, наверное, не особо нацелены на самостоятельную работу. Ну, по крайней мере, будем говорить так, большая часть учащихся, учитывая, что все-таки родители сейчас стараются детям ну, дать возможность нормального, так сказать, детства, в том плане, что обеспечивают их всем. Вот. В общем-то, большая часть сейчас наших молодых людей, девушек, считает, что так и должно быть, наверное, в будущем. Вот. Я считаю, что тут важна роль воспитания, именно желание трудиться. Чтобы трудиться, нужно учиться. Вот я думаю, что тут большая роль, воспитательная роль, как родителей, так и школы. То есть вот профориентация в школах, она должна быть, конечно, более активной, с тем, чтобы уже в школе люди, ученики определяли, кем они хотят стать. Вот недавно пример, так сказать, в прессе читал, что раньше, когда, ну, даже и меня, наверное, практически в первом, втором, третьем классе нас всегда спрашивали, кем вы хотите стать. И мы каждый называл, кто летчиком, кто там матросом, кто еще кем-то. Вот. Потом хотят наши школьники то юристами, то экономистами, то менеджерами. Вот. А сейчас, наверное, на мой взгляд, и многие даже не могут назвать, кем бы они хотели стать. Ну почему же блогеры, тиктокеры? Ну, тоже, конечно, наверное, профессия, но блогеры, они же не производят ничего. А, к сожалению, жизнь состоит из того, что мы, прежде всего, должны произвести, а потом уже потреблять. Поэтому я считаю, что нужно воспитание в семье и в школе с тем, чтобы ориентировать детей на желание трудиться. Владимир Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Мы, конечно, с вами подняли очень актуальные вопросы и до конца их не проговорили, потому что, на самом деле, есть здесь очень много должно быть у нас ответов, и нашего эфирного времени не хватит. Но я думаю, что мы с вами еще не раз увидимся в этой студии. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.